Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». Пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Замуж 14, а в 17 на улице с 3 детьми на руках. Ранние шариатские браки – острейшая проблема Центральной Азии. Я мужа поймала в своей постели женщины старше меня. Еще мой тесть меня избивал, пинал, выгонял на улицу, не пускал домой. Мельница возрастом 140 лет вернула жизнь в заброшенную деревню на севере Кыргызстана. Уникальный туристический объект, воссозданный руками местных жителей. Мы просто зачистили ее от плесени, от пыли, от грязи. Самые худшие опасения подтверждаются. Массовые новогодние сексуальные атаки в Кёльне, по мнению полиции, скорее всего, были спланированы. Меркель заявляет о безжалостных депортациях. Люди совершенно правильно ожидают, что за словами последуют действия. Диковинных антилоп и коз беглого президента Януковича спасают от голода в Киеве при помощи использованных рождественских елок. Оказывается, не только вкусно, но и полезно. Мне нравится это делать. Ранние браки – одна из самых острейших социальных проблем Центральной Азии. Девочек выдают замуж в 15-летнем возрасте без официальной регистрации, ограничившись только благословением муллы. Уже через несколько лет некоторые из них становятся многодетными матерями, но остаются без мужей и средств к существованию. Развод по шариату алиментов не предполагает. В Кыргызстане особенно остро проблема ранних браков стоит на юге страны. Какое будущее ждет молодых женщин и их детей, узнавала Джибек Бегалиева. Выйти замуж, родить ребенка и развестись. В 19 лет Ирода не только выглядит, но и рассуждает, как взрослая женщина. Я думаю, что еще смогу выйти замуж. На этот раз я буду умнее и осторожнее. Я тогда ведь и жизни не знала. В 17 лет родители выдали девочку замуж. Супруг, которого она увидела впервые, Ироде понравился, но счастье молодоженов длилось недолго. Я мужа поймала в своей постели женщины старше меня. Еще мой тесть меня избивал, пинал, выгонял на улицу, не пускал домой. Так, еще несовершеннолетняя, как потом выяснилось, еще и беременная, Ирода вернулась домой к родителям. Ребенка бывший муж не видел, даже фотографии, отправленные по телефону, интереса у него не вызвали. Добиться алиментов у бывшего мужа девушка не может. Нет официальной регистрации. В Кыргызстане теперь все чаще семейные узы скрепляют обычные муллы. Расторгнуть такой брак мужчина может, произнеся всего одно слово – талак. Мамлякат тоже вышла замуж еще ребенком. В 17 развелась, 3 детей, все от разных отцов. Так вышло, что вся жизнь деревенской женщины как сплошной восточный сериал. Первый муж, потом второй, третий. Во второй раз я вышла замуж по собственному желанию. За мужчину с 3 детьми, брак с которым тоже не был официально зарегистрирован. Просто этот вопрос вообще не поднимался. Мы радовались нашему счастью, но после рождения дочери муж ушел к первой жене. 3-й раз я вышла замуж и родила 2 детей, после чего супруг назвал меня некрасивой и ушел, несмотря на мои мольбы не оставлять меня. Теперь вместе с семьей брата Мамлякат ютится в 2-комнатной времянке. Никто из бывших мужей детям не помогает. Родственникам и без того тесно, им и самим еды не хватает. По моему мнению, это все из-за низкого уровня образования. Ранние браки очень актуальны для нас проблемы, потому что растет количество разводов. Дети остаются без присмотра. А какое им воспитание даст мать, если у нее самой нет нормального образования? Чинара рассказывает, что до того, как она начала вести работу в районе по борьбе с ранними браками, ситуация была намного хуже. Впрочем, даже сейчас замуж выходят буквально со школьной скамьи. В 15-16 лет девочки рожают и становятся матерями. Не бросать школу девочек директор местной школы буквально упрашивает. Однако от самих школьниц мало что зависит. Мы уговариваем детей после 9-го остаться. Говорим, что документы везде нужны. Объясняем, что даже замуж выходить нужны документы, что могут быть проблемы. С 9 класса начинаем работу с родителями, потому что если девочки засиживаются дома, их родители стараются сразу выдать дочерей замуж. В этом году в Наакатской школе сразу 3 11 класса. Если после выпуска хотя бы 1/3 девушек пойдут учиться дальше, район по этому показателю явно обгонит соседние. Джибек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Ошская область, Кыргызстан.
Жители кыргызского поселка Аксу теперь могут похвастаться собственным туристическим объектом. Пока единственным, но зато уникальным. Водяная мельница, история которой началась еще в XIX веке, работает до сих пор. Музей под открытым небом побывал наш корреспондент Адилет Бектурсунов. Мельница была построена в 1877 году. Там даже дата на бревне, дата старая выбита. Дом у реки, музей под открытым небом. Двор с деревянными хижинами, каменными жерновами из прошлого столетия. Теперь все это можно потрогать своими руками. Древесина старая. А вы ее реставрировали? Мы просто зачистили ее от плесени, от пыли, от грязи. Мельница пережила войны, революции, эпоху коллективизации и приватизации, а ныне расположилась в небольшом поселке Аксу. Село Аксу, и она называлась село Теплоключинское. Вот. Основание его считается 1871 год. До недавнего времени эти места были заброшены. Сергей Мищенко выкупил участок, восстановил мельницу и собрал уникальную коллекцию редчайших экспонатов. Экспонаты старины, чугуны, скажем так, лампы, утюги, там, может, еще что-то. Это рубель. Раньше гладили белье им. Вот. Ну и так далее. Бочки, там, пряхи, это все будет. Водяная мельница, сохранившаяся до сегодняшних дней, единственная в своем экземпляре. Пусть даже слегка модернизированная, она не перестает быть, как и 100 лет назад, самой надежной. Колесо остановилось. Теперь смотрите. Я здесь родился, и мои и деды, и прадеды здесь родом, в общем, корни далекие. Я вам покажу сейчас саму маслобойню. И вот это бревно уникальное, которое давит масло. Помимо мельницы сохранилась маслобойня. Мощные стены из тесаного камня построили еще в XIX веке. Это цельное бревно. Чем тяжелее, тем оно лучше. Поэтому это бревно уникальное. Ему много-много лет. Вот. Оно сохранилось благодаря тому, что вот кровля не давала ему здесь гнить. Строили на совесть. Конструкция до сих пор действующая, и даже сохранились оригинальные детали. В старые времена здесь лошадь по винту поднимала это бревно во время выжима. И также по винту опускала. Масло выжимают исключительно из натуральных трав. Жарится сырье для масла. Либо сурепа, либо рапс, либо горчица. Раньше даже мак, опийный мак жарили. С мака опийного хорошее масло делали. Растительное масло получают по старинным технологиям. Холодный или горячий отжим сохраняет все ценные вещества и витамины. Это немножко она пригоревшая, потому что вчера ночью я давил ее. Вообще классно. Если его очистить, оно будет прозрачное. Вот это и будет рафинированное масло. А рядом с мельницей возведена гостиница и настоящая русская баня. Теперь деревянный двор стал первым туристическим объектом в поселке. Адилет Бектурсунов, Улан Сналиев. Настоящее время, Кыргызстан. В 2015 году в Казахстане произошли значительные ограничения свободы слова и высказываний. Об этом неоднократно заявляли международные организации, которые занимаются защитой журналистов. Преследование СМИ, блокировка сайтов, уголовные обвинения за публикации в социальных сетях. Наши коллеги из казахской редакции «Радио Свобода Азаттык» подвели итоги этого печального для республиканских СМИ прошедшего года. Прессозащитные организации констатируют ограничение свободы слова в Казахстане в 2015 году. По сведениям организации «Адилсёс», число уголовных дел, связанных со свободой слова, выросло по сравнению с 2014 годом в 2 раза. В 2015 году закрыли журнал «Адам» по обвинению в нарушении закона о языках. Не выслушав никого. Я не убийца, я не, извините меня, не экстремист, не радикал, который... Арестован редактор и владелец сайта «Накануне КЗ» Гюзаль Байдалинова. Ее подозревают в публикации якобы заказных статей. В ноябре суд обязал газету «Жас Алаш» выплатить крупный штраф по иску о защите чести и достоинства. В октябре у подъезда дома избили журналиста Ботагоз Жуманову. Через 2 месяца обвиняемый в нападении был приговорен к 3 годам тюрьмы. В октябре жители Южно-Казахстанской области Амангильды Батырбекова приговорили к 1,5 годам тюрьмы за публикацию в местной газете. Организация «Адилсёс» назвала его узником совести. В 2015 году несколько человек были заключены под стражу за посты в социальных сетях. Казахстан потерял 1 строчку в рейтинге свободы интернета. Далее в программе.
Самые худшие опасения подтверждаются. Массовые новогодние сексуальные атаки в Кёльне, по мнению полиции, скорее всего, были спланированы. Меркель заявляет о безжалостных депортациях. Люди совершенно правильно ожидают, что за словами последуют действия. Диковинных антилоп и коз беглого президента Януковича спасают от голода в Киеве при помощи использованных рождественских елок. Оказывается, не только вкусно, но и полезно. Мне нравится это делать. В Германии продолжает разворачиваться скандал, связанный с массовыми сексуальными домогательствами к немецким женщинам со стороны беженцев в центре Кёльна в новогоднюю ночь. Немецкий таблоид «Бильд» опубликовал полицейский отчет, который попал в руки журналистов издания. В нем якобы подтверждаются самые худшие опасения по поводу организованного характера нападений и грабежей на привокзальной площади города. К настоящему моменту в полицию поступило более 120 заявлений от немецких женщин разного возраста. Все они связаны с изнасилованиями, оскорблениями и грабежами. Полиция Северного Рейна-Вестфалии, где находится Кёльн, на данный момент убеждена, что злоумышленники действовали по предварительному сговору. Полицейские уже задержали более 30 мужчин, и 29 из них оказались беженцами с Ближнего Востока и Северной Африки. У задержанных изъяты мобильные телефоны с видео, которые были сняты непосредственно во время сексуальных нападений в Кёльне. Как сообщают немецкие СМИ, у задержанных также изъяты некие листки бумаги с арабскими оскорбительными фразами и их грубыми переводами на немецкий язык. Они содержат угрозы убийства и крайне неприличные предложения секса. Подобные случаи нападений также зафиксированы в Берлине, Дюссельдорфе и Штутгарте. Канцлер Германии Ангела Меркель уже заявила, что нарушители закона будут безжалостно депортированы. Люди совершенно правильно ожидают, что за словами последуют действия. Мы должны проконтролировать, все ли мы делаем для того, чтобы послать четкий сигнал людям, которые не хотят придерживаться наших законов, вплоть до депортации из Германии. События новогодней ночи в Германии вызвали большой резонанс в Европе. Некоторые страны пошли на беспрецедентные меры безопасности. В частности, Дания впервые за 50 лет ввела жесткую проверку документов на границе с Германией. А Швеция теперь досконально проверяет документы и багаж пассажиров, прибывающих транзитом через Данию из Германии. Во многих случаях проверяют и жителей Дании. Швеция и Дания, раньше мы были одним целым, а сейчас нас фактически разделяют этими проверками на границе. Я очень разочарован. Полицейские власти Финляндии сообщили, что им удалось предотвратить в новогоднюю ночь в Хельсинки события, подобные кёльнским. Накануне Нового года финская полиция узнала о готовящихся беспорядках и задержала несколько десятков выходцев с Ближнего Востока, которые, как уверяют полицейские, собирались совершить такие же хулиганские действия, как и их сообщники в Германии. Мы связались с правозащитницей Оксаной Челышевой, которая проживает в Финляндии и следит за этими событиями. Я, например, могу сказать только одно, что любой человек, которому реально угрожает опасность в стране, откуда он вынужден был бежать, он никогда не будет вести себя подобным образом. То есть этот вопрос, который сами беженцы внутри сообщества обсуждают, и абсолютно понятно, что подобное поведение просто недопустимо и для них в том числе. Между тем, Венгрия предложила в срочном порядке отгородиться стеной от Греции, власти которой не могут справиться с нарастающим потоком мигрантов. Также венгерские власти заявили о своем желании поддержать балканские страны, Македонию и Сербию, через которые ежедневно прибывают в Евросоюз тысячи беженцев. Сотни венгерских полицейских уже отправились в Македонию помочь своим местным коллегам. Новогодний скандал, связанный с мигрантами, происходит на фоне попыток Великобритании выйти из Евросоюза путем общенационального референдума. Также британское правительство отказывается платить пособия и давать разрешения на работу жителям восточноевропейских стран, которых в Соединенном Королевстве называют такими же мигрантами, как и выходцев с Ближнего Востока. Настоящая перепалка произошла во время визита британского премьер-министра Дэвида Кэмерона в Будапешт. В ответ на слова Кэмерона о мигрантах из Европейского Союза венгерский премьер-министр буквально отчитал своего английского коллегу. In terms of the issue of welfare benefits,
С точки зрения вопроса о социальных пособиях, Великобритания имеет немного отличную от других европейских стран систему. У нас люди имеют мгновенный доступ к социальным пособиям, поэтому да, мое предложение — замораживать пособия на 4 года для мигрантов из Евросоюза. Как я уже сказал, я готов выслушать альтернативные предложения. Мы должны искать решения, а не компромиссы. Мы хотели бы пояснить, что мы не мигранты, а граждане государства, являющегося членом ЕС, которые имеют право работать в любой стране Евросоюза. И мы хотим пользоваться этим имеющимся у нас правом. Мы не собираемся паразитировать в Великобритании. Мы не намерены отбирать работу у тех, кто там живет. Мы не хотим жить за их счет. Люди направляются в Британию, чтобы воспользоваться своими правами и работать там, и они не должны подвергаться дискриминации. Тем временем агентство Рейтер распространяет видео из Сербии, где сосредоточено большое количество транзитных лагерей для беженцев. Арабские дети, никогда не видевшие снега, играют в снежки с сербскими полицейскими. К взаимному удовольствию. «Майн Кампф» вернется на полки магазинов. На этой неделе в Германии выйдет новое издание книги Адольфа Гитлера «Моя борьба» с аннотациями. Она была запрещена в стране на протяжении последних 70 лет. Решение о ее переиздании вызвало неоднозначную реакцию в немецком обществе и во всем мире. Подробности в репортаже наших коллег из «Голоса Америки». Федеральная земля Бавария, с 1945 года хранившая авторские права на книгу Гитлера «Майн Кампф» или «Моя борьба», запрещала ее новые публикации из уважения к жертвам нацизма. Но 1 января 2016 года Бавария утратила право на рукопись, и сегодня сразу несколько издательских домов работают над ее переизданием. По словам представителей еврейских общин, книга Гитлера остается ярким напоминанием о зле, вдохновленным ее содержанием. Видеть «Майн Кампф» в витринах книжных магазинов, я просто не могу себе это представить. Я надеюсь, это предотвратят на основании законов против подстрекательства. В Германии книга не является запрещенной, и власти страны мало что могут предпринять. Запретить ее публикацию на основании нарушения авторских прав непросто. Однако все, что может быть интерпретировано как преступление на почве ненависти, можно передать в суд. В защиту переиздания книги высказываются те, кто считает, что произведение Гитлера нуждается в демистификации. А этот процесс потребует выхода книги с аннотациями. «Майн Кампф» нельзя читать как Библию. Эти тексты нуждаются в социологическом и историческом контекстах. Если мы ее переиздадим таким образом, то негативного влияния на аудиторию не будет. «Майн Кампф» запрещена в нескольких странах, включая Австрию и Нидерланды, и остается табу в Израиле, где для изучения доступен лишь ее сокращенный вариант. Некоторые израильские исследователи настаивают, что книгу необходимо переиздать в полном объеме. «Майн Кампф» — важная книга, поскольку Гитлер долгое время думал над оформлением своих мыслей. Она содержит его главные идеи. Часть из них была реализована на практике, часть нет. Однако даже те идеи, которые не были реализованы, имеют значение, если мы хотим понимать общество, в котором он вырос. Многие израильтяне амбивалентны. Все очень сложно. С одной стороны, я не в восторге от того, что «Майн Кампф» получит еще более широкую аудиторию в мире, учитывая ее человеконенавистнический контент. С другой стороны, контролировать слово невозможно, и я даже не уверена, что необходимо. В «Майн Кампф» подробно изложена идеология Адольфа Гитлера, заложившая основу национал-социализма. Будущий фюрер Третьего рейха написал ее, отбывая срок в баварской тюрьме за государственную измену после неудачного пивного путча 1923 года. Российские водители-дальнобойщики продолжают свою борьбу. Они создают ассоциацию по борьбе с Платоном. Так называется электронная государственная система оплаты за проезд по дорогам, которую стали взимать власти России. Объяснением Владимира Путина о том, зачем, собственно, появился Платон и куда пойдут собранные с его помощью деньги, протестующие дальнобойщики уже не верят. Наш корреспондент Вадим Кондаков в рождественский сочельник побывал в лагере протестующих. Ночь перед Рождеством дальнобойщик Евгений встречает в кабине своей машины, вдали от родной Вологды, на автостоянке подмосковного мегамола. Вы прям как дома разуваетесь, да? Да, это зона, вот где обувь снимаем, а тут уже, пожалуйста. Последние 20 лет грузовая фура для него дом родной. Здесь есть постель, холодильник и даже газовая плита. Но чтобы месяц жить в припаркованной машине, такого еще не было. А все из-за ненавистного Платона. С Платоном я не поеду из принципа. А если не будут менять? Поменяйте сферу деятельности? Как быть? Видите, я не могу сейчас на камеру сказать, что я буду делать, какие у меня мысли.
на сегодняшний день мысли только одни. Как сделать так, чтобы Платон отменили. Он и еще несколько десятков таких же упрямцев живут здесь со 2 декабря. Жгут солярку, мастерят плакаты и даже елку наряжают. Вот только Платон и ныне там. Собирает деньги с дальнобойщиков. Вас, скорее всего, не услышат. Платон останется. Да, а с марта он еще будет дороже стоить в 2 раза. Вот когда с марта он будет дороже стоить, вот тогда мы ждем, что в наших рядах пополнится. Они говорят, что и сегодня много желающих примкнуть к ним, но полицейские патрули не пропускают грузовики на стоянку, так что даже за соляркой надо ехать на легковушке. Зато здесь, в импровизированной столовой, тепло, светло и Ротенберги не кусают. Это Ротенберг у нас, вы видите, машет дальнобойщикам. Привет передает. Похоже, у них уже нет иллюзий по поводу того, с чего же позволения возник Платон, особенно после недавней пресс-конференции президента Путина. Он кашлял, кусал губы. Значит, он что-то там внутри-то у него тоже происходит. Значит, он все понимает. Но пока государство и дружественный ему бизнес у дальнобойщиков забирают, обычные граждане, наоборот, привозят им горючее и приносят продукты. Заходи к нам. Спасибо, я вас ничего не буду. Иван, местный, химкинский, приносит дальнобойщикам лекарства и еду. Этот праздничный вечер они встречают с горячей едой, чаем и гармонью, на которой оставили свои автографы музыканты Юрий Шевчук и Игорь Растеряев, что приезжали к дальнобойщикам в гости. И теперь здесь поют их песни. А потом они разойдутся по своим машинам и будут думать о том, как жить дальше, вдали от огней большого города. Вот это все в городе, фонари, реклама, ярко, красочно. А отъедьте вы отсюда, от Москвы 100 километров, там все угасло, все потухло, там полный мрак. Евгений говорит, что даже если Платон и отменят, то работы у него все равно не будет, потому что в стране почти не осталось производства и перевозить уже нечего. И кому, как не им, дальнобойщикам, знать эту страшную тайну российской экономики. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. В Киеве в зоопарк на территории бывшей резиденции Виктора Януковича грузовиками свозят ненужные новогодние елки. Волонтеры, которые сейчас ухаживают за животными, обратились в социальных сетях к киевлянам с призывом помочь им прокормить зверей. Оказалось, что еловые ветки – крайне полезный зимой продукт для животных. Подробности в репортаже Рейтер. Помимо золотого батона и прочих достопримечательностей, в огромной резиденции Виктора Януковича под Киевом имелся также и зоопарк. В нем обитали около 2000 животных. После бегства бывшего президента из страны многие сотрудники также скрылись. Оставшиеся смотрители при поддержке волонтеров вот уже 2 года добывают животным еду и лекарства. Этой зимой с кормом для зверей стало совсем плохо. Зоопарком Межигорья теперь руководит один из бывших смотрителей Сергей Григорьев. Именно он в начале января бросил клич в социальной сети Facebook. Не выбрасывайте свои елки, привозите их к нам. Для многих это настоящее лакомство. Было объявление, но никто не ожидал, что это станет самым настоящим социальным проектом, рассказывает Григорьев. Так много людей откликнулось. Только в первые 3 дня после публикации было более 9000 перепостов. В первый день я голос сорвал, отвечая на телефонные звонки. По словам Григорьева, в первые дни января в Межигорье прибыли 6 машин под завязку, груженные хвойными деревьями и ветками, говорит один из волонтеров Евгений Смирнов. Моя подруга скинула мне в Viber сообщение о том, что голодают звери, им надо помочь. Я байкер, скинул сообщение в общий чат байкеров, собрались несколько байкеров, поехали, собрали елки, привезли сюда. Огромные кучи веток помогает разбирать сын Евгения, Арсений. Мне нравится это делать. Я бы каждый день бросал на эту кучу елки. По словам сотрудников зоопарка, хвойные ветки содержат необходимые животным витамины и помогут им пережить зиму. К Межигорью уже неделю на грузовиках и прицепах свозят деревья, которым вдруг нашлось такое хорошее применение. Не в мусорный бак, а на завтрак антилопам. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Всего доброго.